Тяжелая болезнь, от которой трудно излечиться. В России по статистике наркоманов столько, что наберется на целый мегаполис – около 5 миллионов. При этом каждый из них способен за год подсадить на опасное вещество в среднем до 5 человек. Наркотики, они вызывают специфическое действие, то есть отрицательное действие на организм человека. В первую очередь это привыкание нервной системы и интоксикация печени, легких и так далее. По статистике, в Ингушетии на учете в наркодиспансере стоят более 1500 человек. Цифры неутешительные, особенно учитывая факт, что реальное число больных в разы больше. Главное оружие в борьбе с наркоманией – это по-прежнему знание, понимание того, что такое хорошо и что такое плохо. На уроке учащимся презентуют фильм «Зависимость», снятый в рамках проекта «Лайф по-трезвому», о человеке, который теряет себя, став наркоманом. Можно просто взять и уйти от меня. Кинуть. Как ты кидал других своих друзей. А я же ведь был твоим лучшим другом. Помогал тебе во всем. Так что же все-таки случилось? Как говорят эксперты, наркомания стремительно молодеет. Тем, кто делает на этом деньги, выгодно, чтобы наркотики воспринимались как часть молодежной субкультуры. Но, к счастью, многие ребята едины во мнении, что наркотики – это зло, вне зависимости от их состава и происхождения. Когда люди употребляют наркотики, они уже перестают быть полноценным членом общества. Он уже человек, который употребляет наркотики, это уже даже не человек, так сказать, как мы сегодня поняли. Я знаю людей, которые болеют этой болезнью, и им надо помочь. Наша религия, наш менталитет не позволяет нам это. И нужно собраться сил, чтобы избавиться от этого. Врачи могут избавить больного от привязанности физической, но снять психологическую тягу получается не всегда. Поэтому многие пациенты реабилитационных центров быстро возвращаются к старым привычкам. Эта встреча проходит в рамках комплекса мероприятий проекта «Лайф по-трезвому». Тема у нас была такая, что мы хотели уберечь наших дорогих подростков, дорогих младших братьев и сестер от того, чтобы они сторонились от этого, от наркомании, от всего того плохого. И также, чтобы они выбирали себе в друзья лучших. Жизнь не кинофильм, которую можно перемотать, поэтому детям напоминают, важно с самого начала прожить ее правильно, сторонясь вредных зависимостей и поддерживая здоровый образ жизни. Тамара Хшагульгова, Мухаммад Шаухалов, Новости 24.